Если у мальчика есть образование, до армии было образование законченное, он может пойти по профессии на работу в МВД. Ну, например, если он программист, он может по этой профессии пойти в МВД, а не в КПСС. Интересующие их вопросы, связанные с трудоустройством в правоохранительные органы, жители задают напрямую замминистру внутренних дел. Молодых людей волнует, какие именно вакансии доступны, можно ли устроиться на работу в органы правопорядка по месту жительства и как долго длится процесс оформления на работу с подачи заявления. У нас в данное время с нами в зале присутствует еще 3 сотрудника, уже действующих сотрудника полиции. Буквально полгода назад они точно так же, как вы, уважаемые присутствующие, сидели в этом зале, как гражданские лица. Будет правильно, если от первых лиц они сами скажут. Скажу честно, после армии не сразу изъявил желание поступить на службу МВД, но так как у нас республика небольшая, так скажем, через знакомых все мы узнаем, что есть вакансии, где можно устроиться на работу. Вот, и напрямую обратился к замминистру Мамаеву Магомеду Алиевичу, лично провел с ним беседу, написал заявление на устройство и через плюс-минус 5 месяцев уже можно. Представители МВД Ингушетии еще в начале встречи известили, на работу примут каждого, главное, чтобы соответствовал нескольким критериям. Возраст, наличие возраста от 18 лет и старше, соответственно. Образование не ниже среднего полного, то есть 11 классов, либо среднепрофессиональное, либо высшее образование. От уровня образования уже зависит, соответственно, должность, на которую претендует гражданин. Следующий критерий – состояние здоровья. По состоянию здоровья есть специализированная комиссия, называется военно-врачебная комиссия. Кто уже служил в вооруженных силах Российской Федерации, примерно такую же комиссию проходили, понимаете, что это такое. Кто нет, в принципе, есть определенный перечень документов. Он подготавливается, собирается, проходит военно-врачебная комиссия. Если человек здоров, подходит по категории пригодности к какой-либо из должностей, это следующий критерий. Дальше психолога профессиональный отбор. Это тестирование психологическое. Встреча в формате вопрос-ответ длилась не больше получаса. Здесь же собравшимся предоставили возможность написать заявление о приеме на работу. Хусейн Гадаборшев из Нестеровского свой шанс упускать не собирается. Отслужил в подмосковной Коломне, демобилизовался неделю назад и сейчас готов охранять правопорядок в родной республике. Я был хвостом МВД. Ваш что делали? Делали заявление, я делал, что это было больше. Анзор Гандалоев родом из Яндаря, также отслужил, но уже в химических войсках в Санкт-Петербурге. Встреча с желающими трудоустроиться в правоохранительные органы проводится по поручению министра внутренних дел Ингушетии во взаимодействии с военным комиссариатом республики с целью информирования о возможности устроиться на работу в установленном порядке. Комплектование идет на постоянной основе, то есть кто-то уходит с работы, вместо него мы обязаны трудоустроить других. По состоянию на сегодняшний день больше всех вакансий у нас в Сунжском территориальном отделе внутренних дел. Такие встречи проводятся Министерством внутренних дел региона ежемесячно. Следующая запланирована в августе в Малгобекском районе. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.